Влюблена я в туманы густые, влюблена в родники и поля. Сердцем чувствую алые зори и душой погружаюсь в поля, растворяюсь в лиловых закатах, утопаю в цветущих жарках. А в Якутии лучшие снеги, и поземка такая, что ах! А какие в Якутии звезды! И тайга не тайга, а мечта. Ну какие в Якутии слезы! Замерзают они на глазах. И поэтому силой великой обладает якутский народ. Эту силу нельзя уничтожить. Мы, Россия, надежный оплот. Очередной выпуск передачи «Твои люди Якутии» о известной ленской поэтессе Ольге Кудрявцевой. С ее творчеством знакомы многие. На счету Ольги Владимировны десятки изданий, а это сотни стихов и песен. Огромный опыт участия в разнообразных литературных конкурсах. Ее поэзия публикуется в районных, республиканских и российских изданиях. На протяжении многих лет она является руководителем творческого объединения «Сила янтаря». В своем интервью поэтесса рассказала нам о себе, о своем творческом пути, о вдохновении и, конечно же, стихах. Ольга Кудрявцева – коренная жительница Якутии. Родилась в Ленске в многодетной семье. Родители в поисках романтики и заработка приехали в наш город из Омской области в 1971 году. Изначально планировали ненадолго, на 3 года. Но якутская земля приняла так тепло, что остаться решили насовсем. Мама устроилась на работу в детский сад воспитателем. Отец всю жизнь работал водителем. Мама всю жизнь проработала в детском саду «Звездочка». Работала очень хорошо, неоднократно была за добросовестный труд награждена грамотами и благодарственными письмами и другими наградами. Проработала она на одном рабочем месте, вот в детском саду «Звездочка», всю свою жизнь. До сих пор, уже даже когда она, собственно говоря, уже не работает, ее помнят, любят и вспоминают очень добрыми и похвальными словами. А папа мой работал в Пахе, водителем-дальнобойщиком. Тоже зарекомендовал себя как очень добросовестный работник. Неоднократно был победителем социалистических соревнований. Огромнейшее количество имеет грамот, медалей, наград. Причем не только местного уровня, но и республиканского, и российского уровня. То есть трудяга очень был такой достойный. Папа играл на баяне и гитаре, очень хорошо пел и занимался спортом, в том числе велосипедным. Мама личность творческая, много читала, в их доме, вспоминает героиня нашего репортажа, была огромная библиотека. Любовь к книгам, признается Ольга, привили родители. Я всегда поражалась, как она все успевает, да, то есть 3 детей, огромнейшее хозяйство, то есть там и свиньи, и гуси, и куры, и большой огород, очень теплицы и так далее. Ну, то есть огромное приусадебное хозяйство, плюс 3 детей, плюс она работала. Папа был дальнобойщиком, ездил в рейсы, но при всем при этом дома всегда была идеальнейшая чистота. И мама была всегда очень эрудированным человеком. То есть мне в детстве казалось, что она просто знает все. Она увлекалась историей очень, да, много книг было исторического содержания. Поэтому к книгам меня вот приучили с самого детства. Ну и вообще, наверное, в семье была достаточно такая творческая атмосфера, дружная, теплая. Окончив школу с отличием, проработав лето в детском саду, воспитателем Ольга поступила в университет имени Герцена в городе Санкт-Петербург. Обучалась на факультете психологии и дефектологии. Мне очень повезло, потому что в период, когда я обучалась, проводился такой эксперимент. Лучших студентов отобрали в отдельную группу. Я в эту группу попала. И мы, если все получали одну специализацию, то мы получали несколько специализаций. То есть все писали
один диплом, мы писали 2 диплома. Но зато и по итогу получили несколько на выходе, да, специализаций. То есть окончила я вуз в 1997 году. И по итогу у меня специализация психолог-консультант, олигофренопедагог, учитель по специальности олигофренопедагогика, логопед. Нужно было на что-то жить. Каждый день ранним утром она ездила в другой конец города и преподавала там в школе уроки русского и литературы для учеников 8 классов, а после бежала на учебу. И так продолжалось полгода. После в гости к Ольге приехала сестра и предложила ей попробовать себя в роли модели. Так девушки попали в модельное агентство «Итартас». Там сразу к Ольге пришел успех. Ее фото появились на страницах шведского журнала. Первое место девушка заняла в иностранном издании в рекламе бижутерии. А американцы пригласили ее работать по контракту в Америке, рекламировать их продукцию. Но Ольга отказалась. На тот момент она встретила своего будущего мужа. И молодой человек был категорически против. Мама тоже отговаривала дочь. Ольга отказалась и не пожалела. Жизнь продолжалась дальше. Окончив университет с красным дипломом, девушка без труда нашла себе работу по специальности. В образовательной сфере психологом. После этого перешла в очень крупную компанию в Санкт-Петербурге и работала там в течение 5 лет психологом. Да. В этот период я вышла замуж. На последнем курсе я вышла замуж. Через год у меня родился мой любимый сын Володя. Родители у меня отец просто меня звал, он очень по мне тосковал, и я по отцу очень тосковала, и по маме. И, в общем, вот эти все факторы, они сработали. И, собственно говоря, вот то, что Володе надо было идти в школу. Одно дело менять садики, а менять школы, я посчитала, что это как бы будет уже совсем не камильфо, да? Вот. В 2002 году я приехала в город Ленск и сразу же думала, приеду, немножко отдохну и потом буду уже трудоустраиваться. Но мне отдохнуть не дали. Я сходила в наш Ленский приют, сейчас это социально-реабилитационный центр. Раньше это был центр помощи семье и детям. Познакомилась с имеющейся вакансией, и уже вечером ко мне приехала Нина Михайловна Бессонова и сказала: все, выходите, выходите. 11 лет проработала Ольга в Центре помощи семье и детям. Все это время она участвовала в проектной и общественной деятельности, входила в состав молодежи. В 2004 году она совместно с группой единомышленников написала социальный проект «Телефон доверия». Он занял 1-е место по России, и задумка быстро воплотилась в жизнь. Телефон доверия начал работать. По итогу, после года реализации, он просуществовал еще 8 лет. То есть, действительно, очень был такой интересный и мощный проект. Со мной была группа единомышленников, вот, я была руководителем этого проекта. Туда входил в состав исполнителей Светлана Валерьевна Куц, Моторина Юля, то есть вот достаточно сильные специалисты. Звонили разные категории, и разные истории были, и кто-то уже потом приходил очно на консультации за помощью и поддержкой. То есть проект получился очень хороший, очень мощный. Много лет на общественных началах Ольга вела для людей с ограниченными возможностями здоровья группу движения. А в 2015 году героиня нашей передачи стала руководителем творческого объединения «Сила янтаря». Она привлекла туда деток-инвалидов, творческих деток-инвалидов. И вы знаете, мы знаем, что такое для ребенка его здесь показать. Вот в этом зале, по-моему, да, мы были, и даже в СРГ потом. В общем, вот в этом, как сказать, в этот период ее творчества, конечно, этому внимания очень много уделялось. С этого момента девушка окунулась в творчество. Тяга к этому у меня с раннего детства проявилась. В 6 лет я написала свое первое стихотворение. Оно было очень длинное, очень грустное, такое печальное. Вот. Почему? Потому что спровоцировал на написание этого стихотворения такая грустная история. У меня умерла бабушка, и это произвело на ребенка 6 лет меня тогда очень сильное впечатление. И я написала тогда стихотворение «Олененок». Там не про смерть человека, там
как бы трансформация образов, да. Там про олененка, который в конце погибает, потому что его убивает человек. И я там в конце поднимаю вопрос, что как же так, да, вот такое беззащитное существо, но вот так случилось. Такая история про олененка. И хочу сказать, что, ну вот я его помню до сих пор, это стихотворение, что, наверное, для 6-летнего ребенка это достаточно было сильное, интересное стихотворение. Мама посылала его в журнал российский. Ольга вспоминает, что стихов с каждым годом становилось больше, но о них мало кто знал. Юная поэтесса скрывала их от людских глаз, считала слишком личным. Но время шло, стеснение прошло. Она случайно попала на фестиваль в городе Иркутске. Приняла участие в батле и вошла в 5 лучших. В составе были именитые поэты. Там девушку заметили и пригласили на фестиваль в Москву, где она уже стала обладательницей серебряной медали. И это, конечно, у меня от этого прям выросли крылья, у меня какой-то просто, я вошла в поток, у меня открылось какое-то вдохновение, и я на одном дыхании вот тогда написала книгу, составила ее из разных этапов своего творчества, то есть она, скажем, из разных возрастных периодов. Ну, вообще у меня очень много, как бы, да, вот наработок. Я думаю, что со временем все это будет потихонечку афишироваться, и люди с этим познакомятся и узнают. Героиня нашей передачи очень ярко воспринимает в буквальном смысле все, как окружающее ее, так и происходящее с ней и с другими людьми в том числе. Поэтому источником мысли может стать все, что угодно. Стихи Ольги не олицетворяют ее жизнь, они не о личном. Мои стихи, это не моя автобиография. То есть из-за того, что я работаю с людьми и очень много вообще взаимодействую с людьми, у меня получается очень многие судьбы просто переплетаются в голове. И вот таким образом, да, это, наверное, переплетение судеб вообще часто многих людей. То есть таких вот автобиографичных там буквально очень мало стихов. Больше это собирательные образы. Поэтесса через поэзию рассказывает о том, о чем не может молчать. Пусть в большинстве случаев достаточно завуалировано. Каждый стих она пропускает через призму того, как видит мир. Очень сильное влияние оказывают разные, ну, и возрастные периоды, и какие-то обстоятельства жизненные, которые в этот период происходят, да, то есть мы же все существа, собственно говоря, социальные, и мы по-разному, да, тоже проживаем то или иное событие и в стране происходящее, и с нами происходящее, поэтому есть стихи достаточно философского характера, с психологической основой стихи. Помимо этого, ну, достаточно много стихов о любви, о семье, о природе нашей, потому что я безумно люблю наш край. Я очень много путешествовала и всегда восторгаюсь. Действительно, природа везде по-своему красиво, уникальна. Но вот то, что есть здесь у нас, в этой скромной красоте, какое-то огромнейшее величие и неповторимость. Я просто обожаю Якутию, я обожаю наш город. И, наверное, действительно в душе очень такой сильный патриот своей родной земли. Есть у меня и авангардный жанр. Вот в авангардном стиле я очень прям активно начала писать после того знакомства с Кедровым Челищевым, который оценил мое творчество. И тоже у меня как крылышки. То есть все-таки вот, с одной стороны, вроде бы я считаю себя человеком самодостаточным, а по всей видимости все равно мы все люди социальные, и для нас все равно оценка важна, да? Тема семьи занимает особое место в творчестве нашей героини. Пишет о ней она много. У поэтессы один-единственный сын. Ему мама посвятила не один стих. В них женщина рассказывает о радости материнства и семейном тепле. Счастье очень просто. Мама, Вовка, кот, сенокос, погосты, деревянный мост, белоснежье вьюги, песня ручейка, крепкая, мужская, верная рука. Белые метели, страстная жара, переливы солнца, радости пора. Счастье очень просто, чтоб из века в век
шел по светлым тропам близкий человек. Написать один стих Ольга может за пару часов, но дальше редактура. Тексту, рассказывает поэтесса, нужно полежать, вызреть. Возвратившись ему через некоторое время, уже смотришь на него по-другому, рациональнее. Так, с момента написания до публикации могут пройти недели. Ее надо 10 раз пропустить через внутреннюю мясорубку, потом через внешнюю мясорубку и так далее, так далее. То есть и для того, чтобы она отточилась и была уже целостной и завершенной. Как говорил кто-то из знаменитых людей, да, то есть завершенная, хорошая, качественная, талантливая вещь – это там, где уже нечего добавить, даже если ты очень бы захотел, да. Совсем недавно поэтесса выпустила свою первую аудиокнигу «Навстречу любви» из серии «Вселенская любовь». Презентация состоялась в Центральной библиотеке. Поздравить Ольгу пришли представители власти, почитатели, друзья, знакомые. Творческий вечер длился несколько часов. На презентации побывали и мы. Аудиосборник «Навстречу любви» рекомендован для прослушивания тем, кто любит утонченную поэзию. В нем есть несколько разделов. Это тема любви к родине, красивое описание природных явлений и состояний души. Открыла творческий вечер Ольга Кудрявцева рассказом о себе, о начале своего творческого пути, как она пришла в поэзию. После прочитала несколько стихов из нового сборника. В душе снова лето и жарко. Я бегу к отцу, сердце вновь радость и любовь ощущает рук отцовских надежный тыл. Вновь меня от беды защищает. Все стихи Ольги о любви к родине, к природе и, конечно, любви мужчины и женщины. Своими чувствами писательница делится с читателями. Лирика поэтессы очень красивая и светлая. В ней и философство, философские стихи, да, которые задумываются, заставляют задуматься тебя о жизни. В ней и любовь, и нежность, в то же самое патриотизм, и такая любовь к родине, да, и ты это чувствуешь, ты это прочувствуешь, и ты этим начинаешь жить, ты это тоже становишься таким же патриотом. Творчество Ольги Кудрявцевой любят и взрослые, и дети. На презентации ребята с удовольствием читали авторские стихи писателя. Бежит, летит лесной народ, к нему зверюшки все гурьбой. Подснежник с голубой каймой, медведь сказал, он будет мой. Подснежник этот голубой, его я буду охранять, не дам подснежника бежать. Недоработанными, свежими стихами поэтесса делится не со многими. Но все же есть люди, к мнению которых она прислушивается. Одной из них стала Екатерина Земцова. Женщина знает многие стихи Ольги наизусть. Я, наверное, могу похвастаться, потому что я один из первых людей, которые всегда слышат недоработанные, свежие вещи, но все песни Оля делится со мной, да, когда она их планирует или когда она их уже в начале, так сказать, творчества. Мы слушаем, совещаемся, да, она спрашивает мое мнение. И мне это очень приятно, потому что я понимаю, что человек мне доверяет в этом плане, и для нее важно мое мнение. Я хочу поздравить тебя, что тебе удаются твои проекты, что ты находишь действительно для них время и успеваешь свою работу очень качественно делать. Ну и тут мы видим результат шикарный, да. Пишет Ольга Кудрявцева не только стихи, но и песни. Также сама является автором музыки. Музыкальные произведения гости услышали во время творческого вечера. Также Ольга представила зрителям новую песню «Космос любви». А ты мой космос любви, твоя планета, ты мой космос любви, я тобой раздета, ты мой космос любви, я тобой согрета, ты мой космос любви, а ты мой космос любви, я пылаю ярко, ты мой космос любви, будет очень жарко, ты мой космос любви, я твоя планета, ты мой космос любви. На все композиции поэтесса совместно с Дмитрием Оплачко поставила клипы. Гости были под впечатлением, аплодировали и восторгались творчеством писательницы. Только первое звучание пошло, я уже влюбилась в эту песню. Настолько она здоровская. Всем советую ее послушать, найти в YouTube.
Это просто замечательно. Эта песня «Огонь». На мой взгляд, ее надо в хит российских песен ставить. Исполнять свои песни Ольга не планировала, но на очередной записи ребята-музыканты предложили поэту спеть самой. Я, конечно же, стала отнекиваться, стала пояснять, что я не пою. Они говорят, ну у тебя же голос есть, попробуй. Уговорили меня, я спела одну песню, у меня получилось, мне понравилось, меня это вдохновило. И, в общем, я в результате все эти 14, даже та, которая была написана под мужскую партию, я это все, собственно говоря, пропела. Ну, в общем, попробовала по-разному. То же самое и с музыкой. То есть я попробовала написать песни практически в разных жанрах. Нельзя не сказать, что с творчеством Ольги знакомы и за пределами республики тоже. Ее песни исполняют жители со всех уголков России. Ты для меня распахни свою дверь. Ты для меня распахни свою дверь. Я без любви пропадаю в аду. Творчество, несмотря на то, что мы сегодня столько о нем рассказали, занимает второе место в жизни Ольги. На первом месте – психология. Ее трудовой стаж насчитывает 27 лет. 22 года она трудится в социальной сфере. Работу свою я обожаю, очень люблю. Считаю, что я на своем месте и всегда стараюсь в своей работе достигать высоких результатов. Когда ты работаешь с человеком, ты где-то и сам ресурсно растешь, потому что если человек истощен, если человек как бы в очень тяжелом состоянии, то по сути ты являешься для него ресурсом, то есть ты его ресурсируешь, а когда ты, собственно говоря, свой ресурс сливаешь, соответственно, придет более новый и более мощный. Сегодня Ольга Владимировна – психолог Центра занятости населения, работает по 3 направлениям. Это социальная адаптация, психологическая поддержка и профессиональная ориентация. Занимается реализацией проектов «Труд. Путь к новой жизни» – это проект для людей, находящихся в местах лишения свободы или освобожденных оттуда. Сложный проект, непростой контингент, но героиня репортажа в этом направлении добивается положительных результатов. Помогает осужденным трудоустраиваться, разобраться в проблемах, корректирует их внутреннее состояние. Проводит в исправительной колонии семинары, лекции и тренинги. Консультирует индивидуально и группами. Помимо этого, также с прошлого года для этой же категории граждан я реализую еще один проект. Он называется «Оказание превентивных мер поддержки гражданам, осужденным по решению суда». Идея возникновения этого проекта была связана с тем, что на сегодняшний день получение услуг в центре занятости сейчас все происходит в электронном виде, да, и у них были проблемы с тем, как осуществить, да, подачу заявления, то есть не знали они о том, что необходимо там на госуслугах регистрироваться и так далее. То есть и когда обнаружилась такая мощная потребность, вот отдельно был создан. Я его, да, как бы писала и реализовывала вот этот проект оказания превентивных мер поддержки гражданам, осужденным по решению суда. Большую работу психолог ведет с несовершеннолетними, школьниками, а также с детьми, состоящими на разных видах учета, в том числе на учете КДН и ПДН. Также оказывает профориентационное сопровождение летней занятости ребят, ведет прием граждан в Центре занятости населения. Чем бы ни начала заниматься героиня нашей передачи, она во всем всегда добивается успеха. Поддерживает ее семья. Сын и мама активно участвуют в творческой жизни, ходят на поэтические вечера, первыми читают новые произведения и делятся впечатлениями. В принципе, нравится много. Песни нравятся практически поголовно все. Вот. Со стихами у меня, в принципе, просто самого посложнее. Я привередливый к поэзии, и в принципе это, у мамы тоже есть сильные вещи, которые мне нравятся. Но с самого детства, насколько я знаю, она интересовалась поэзией. Потом, на какой-то долгий достаточно срок это все в силу там бытовых каких-то моментов учебы, работы ушло как бы на задний план, и потом как бы воссияло новой страстью, так скажем, то есть просто какая-то, по-видимому, искра Божья, и все из нее как начало фонтанировать творчество, да, и песни, книга вот и так далее.
У Владимира тоже позыв к творчеству присутствует. И даже несколько раз возникало желание написать стих. Но дальше этого дела не двинулось. Парень признается, что, возможно, позже он все-таки подастся зову сердца и начнет писать. Пока же молодой человек трудится в компании «Транснефть Восток», занимает должность инженера по связям. У Владимира своя семья, растет дочь. У сына с мамой всегда неразрывная связь. Гостит у Ольги Владимир постоянно. В выходные и праздничные дни проводит семья вместе. О своем детстве Владимир вспоминает тепло. Мама, несмотря на занятость, всегда находила время на сына. Много разговаривали, вместе читали, гуляли на свежем воздухе, готовили в выходные любимые блюда. У нас мама была традиция, по выходным мы делали пиццу. Каждый раз получалось по-разному, поэтому я с нетерпением в школе ждал выходных, чтобы заняться этим нашим хобби. Ольга Кудрявцева позитивная, активная, жизнерадостная. В душе, как говорит она сама, всегда молода и намерена оставаться такой до глубокой старости. Много у поэтессы увлечения. Любит готовить, вязать, общаться с подругами, любит баню, рыбалку, отдых на природе и, конечно, путешествия. С сыном они покорили уже не одну страну. В детстве мама повозила меня по миру, показала и страну, и несколько стран, то есть за что я очень благодарен. Очень мне расширила границы восприятия этого мира в принципе. Я думаю, что у меня было счастливое детство. И я рад, что моя мама моя мама. Традиционно в завершении мы спросили о планах и мечтах. У Ольги они очень простые. Она надеется, что ей предоставится возможность все-таки дописать книгу «Золотые семьи» Ленского района, над которой писательница работала 2 года, пока она написана наполовину. В планах выпустить 2 сборника стихов и новую песню «Комета». Ну и, конечно, наслаждаться жизнью, путешествовать, ставить новые цели и достигать их. Люблю я восход, наблюдать утром ранним. Россия — хранитель небесной зари. Здесь связь поколений, народов предания. Россия.